Мои дорогие, доброе утро, Ирди Крылшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У нас сегодня превосходная погода, солнышко, ясно, как будто бы, как я и говорила, как будто бы у нас наступает весна. Ну, это хорошо, самое главное, не слякотно. У меня сегодня заказ есть небольшой к обеду, я буду, наверное, показывать. Мне надо сходить в магазин, купить рыбу, а прежде я хочу сварить кашу для нас, ну и заодно и покажу вам, какие иногда у меня бывают завтраки. Сегодня я решила варить кашу из ячневой крупы. Вот такая вот ячневая крупа. Она очень дешевая, 23 рубля всего стоит. И очень полезная, во-первых, и очень вкусная. Нам нравится. Вы сами знаете, что со мной живет мама. А пожилым людям каши просто необходимы. Да и нам, любым людям тоже каши необходимы. Конечно, я буду варить на молоке. Ну, наверное, на воде, кто там соблюдает какую-то диету, лучше варите на воде. Но я буду варить на молоке. Ну, и немножко добавлю воды. Вот, стакан. На вот такой вот стакан крупы я взвешу и поставлю в описании, сколько здесь крупы. Я налила воду. Кто-то варит чисто на воде сначала, потом молоко заливает. Я варю так. Как бы мы не очень сидим на диете. Значит, стакан воды и 2 стакана молока я добавляю. А иногда даже вообще без воды варю. Так, добавить эту водичку. Ой, водичку, говорю, молочко. Ну, пусть будет и это чуть-чуть. Ну, а так, в принципе, не надо. Пусть будет. Так. Теперь, пока поставим разогревать, а тем временем мы промоем крупу. Ну вот, крупу я промыла, молоко уже разогревается, поставила варить яйцо на завтрак. Так, и пол чайной ложки соли я сюда кину. И сейчас немножечко, ну оно уже подогрелось, не должно кипеть, просто сразу в горячее молоко с водичкой добавляем нашу крупу. И ждем, пока молочко закипит. Перемешаем, подождем, пока закипит, и потом поставим на самый медленный огонь. И минут 20 кашка наша будет как бы томиться. Вот немножко подождем, пока молоко закипит. Так, ну и вот, друзья, каша наша начала вариться. И теперь все, мы поставили на самый медленный огонь. И она потихонечку сейчас будет вот так вот. Иногда будем помешивать. И будем минут 20 ее вот так вот томить, как бы под крышечкой. Яйцо у меня уже сварилось сейчас под холодную воду. Ну вот, мои дорогие, каша моя готова. Я газ выключила. Вот такая вот она получилась. Так, и смотрите, я сюда немножечко добавила водички, потому что мы не любим очень густые каши. И я вам признаюсь честно, я каши всегда готовлю на глаз, но для вас мне захотелось сделать ее как бы по пропорциям, чтобы знать точно что и как. Поэтому, если вам нужна гуще этой каши, то не наливайте. Но если вам нужна вот такая вот, как этой консистенции каша, то придется уже наливать 3 стакана молока и стакан воды. Но я в описании напишу. Каша очень вкусная. Ну вот, друзья, вот такой вот завтрак у меня сегодня получился. Ячневая каша, яйцо вареное, сыр, масло и серый хлебушек. Готовьте, кормите свою семью. Мы сейчас позавтракаем быстро. Я пойду в магазин, куплю для заказа, что мне нужно, рыбу, кое-что еще. И мы с вами будем делать наш заказ. Ну вот так, друзья. Так, ну вот, друзья, я приступила к заказу своему, как бы. Сходила в магазин, прикупила рыбу, разморозила ее. Значит, посолила
поперчила. Чуть-чуть красного перца и чесночного перца. Для подливы запекать у меня сегодня не получится рыбу. Хотела треску запечь, если честно, но в магазине не было трески. Поэтому будем жарить хек с вами. Тут у меня кукурузная мука вместе с пшеничной мукой. Сейчас. Вот. И вот буду вот так вот целыми тушками ее обжаривать, обваливать в муке. Надеюсь, видно. Ага. Поставила картошку варить для пюре. И салатик сделала из пекинской капусты. Сегодня такой легкий. И вот сегодня такой заказ. Ну, купила еще кефир, купила йогурт. Надо было еще купить колбасу. И выпечку какую-то. Ну, за выпечкой послала Ибрагима. Вот. Вот такие вот дела, друзья, потихонечку будем с вами сегодня на связи как бы. Вот такой вот небольшой заказ. Лимонный перец тоже очень хорошо. У меня был, я думала, у меня есть, не купила в магазине. Или лимонный перец, или есть специальная, как бы для рыбы приправа. Там тоже с лимонным перцем. Именно к рыбе очень хорошо подходит. Ну, чесночный перец тоже хорошо, друзья. Так, мои дорогие, значит, все у меня идет в процессе. Пюре еще, картошка для пюре варится. Зажарка для подливы почти готова. Сейчас добавим на этой стадии ложечку томатной пасты. Так. И хочу сделать салат из пекинской капусты, как я уже говорила. Но сегодня хочу немножечко его как бы разнообразить. Одним блинчиком из 2 яиц туда еще нарежу. Сейчас сделаю блин. Пока пюре картошка варится, еще не готова. Рыба уже пожарилась, уже готова. Но она за это время не успеет остыть. Если что, даже подогрею. Так. Ну вот, немножечко еще потомится. Так. Каспер, уйди, пожалуйста. И вот я взбила 2 яйца. И, как я сказала, сделаем блинчик такой. Вот. Подливу нальем уже водички. Убавлю огонь и пусть немножечко потомится. Так, блин наш. Смотрю, снимает или нет. Почти готов. Так, лопаточка. Так, ну его не перевернуть. Пусть тогда вот так зажарится. Так, ну вот. Теперь у меня есть немножко зеленый лучок. Добавлю. К сожалению, его мало, но ничего. Сколько уж есть. Так, и теперь добавлю огурчик. Ну, тоже вот так вот.
типа соломки, чтобы было. Все. В принципе, уже пора вызывать такси, потому что почти все готово. Нужно сделать только пюре, ну и соединить салатик. Так. В этой чашке как бы не перемешается, чтобы было посвободнее. Так, значит, здесь огурец, морковка, болгарский перец, капуста и зеленый лучок. Так, принесла не ту зелень. И сейчас мы еще нарежем этот блин. Так, сейчас нарежем этот яичный блин и добавим. Так, ну вот, друзья, значит, еще положила я сюда зелень, налила где-то полстакана, наверное, масла. Сейчас мы это тщательно все соединим, перемешаем. Ну, можно для кислинки немножечко и сока лимона добавить. Ну, у меня все готово, друзья. Сейчас я, наверное, положу все-таки в один контейнер пюре, в один контейнер рыбу и в один контейнер подливу по отдельности. Как им надо будет, так и поделить. Мне кажется, на 3 этого хватит. Дело в том, что, друзья, вот такими вот, конечно, продажами, вот такими вот готовками вы знаете, что я как-то не уверенно все это делаю, но дело в том, что я этим не занималась никогда. Да, полуфабрикаты я как бы продавала, но вот так вот этим я не занималась. Это уже их личная просьба, как бы они мне незнакомые, именно получила, что по Ютубу они у меня появились. И поэтому я только начинаю, можно сказать, если как бы получится, чтобы из этого сделать бизнес, это как бы у меня впервые, друзья, поэтому я и не так уверена. Так, вы можете это наблюдать, что я еще с опаской ко всему этому отношусь. Так, будем надеяться, что им понравится. Я не буду объяснять, что, как, почему больница. Возникает очень много вопросов. У вас что, не кормят в больнице? Друзья, я и так отвечала на комментариях, что у людей разные ситуации. Давайте не будем. Я, в принципе, не то что вы. Я сама не спрашиваю, зачем и почему. Мне заказали, так захотели, я сделала. Все. Мне уже не интересно, почему, кто у них, что у них никого нету, почему они у меня заказывают. Это не мое как бы дело. Это дело каждого. Заказывают, значит, у них такая ситуация. Не будем никого осуждать. А для меня это работа. Для них это, если так по ихним отзывам, то им я очень даже помогаю, как бы. Потому что, ну, нет у них такой возможности. А они хотят это сделать. Поэтому давайте будем терпимы, как бы, к людям. И
Будем уважительны. Люди же покупают в кафе. Но вот не хотят они в кафе, может быть. Захотели они вот именно у меня заказать. Так. К сожалению, у меня закончились такие уже, как бы. Ну, салатик придется вот в таких вот в двух. Потому что у меня те закончились. Вот такие надо будет купить тару. Так, что-то такси не звонит. Надо, чтобы в горячем виде отправились. Так, вверх-вниз какой у них, вот. Салатик получился очень вкусный. Вот именно блинчик из яйца, какую-то свою изюминку сюда внес, как бы. Салат, мои хорошие, я взвешиваю и продаю на вес. Но вот с рыбой и с пюре я не знаю. Если честно, я еще не знаю, как рассчитать. Я, конечно, знаю, сколько я заплатила за рыбу и сколько у меня ушло картофеля, как бы. Ну, посмотрим. К этому надо прийти уже как-то с опытом, наверное, чем буду смотреть. Вообще-то нужно узнать, сколько стоит, например, порция такая в кафе, в таком среднем кафе. Так, ну вот. Все. И теперь у меня еще с этим салатиком есть... Ой, салатиком, говорю, заказиком. Есть кое-что еще. Сейчас покажу вам, что. Так, значит, вот такой вот кефир, вот такой вот йогурт, вот такой вот тортик и вот такая вот палка колбасы. Это сегодняшний заказ. Вот так вот. Ой, чуть не забыла. Вы же не могли мне сказать, что ли, что я подливы не налила еще? Видите, чуть не отправила без подливы. Так, что-то сегодня такси запаздывает. Но у меня просто заказ такси тоже специфический, курьер-доставка. И я могу оплатить только с карты. Так, смотрите, какая, может быть, видно? Нет, ой, оказывается, не видно даже. Ага, вот. Очень такая получилась подлива вкусненькая, красивенькая. Вот, видите? Так. Надо будет перезванивать. Просто водителю надо выйти и донести до отделения больницы. Поэтому таких машин, конечно, у нас бывает не так уж много. Так, ну вот, друзья, еще раз покажу мой заказ. Значит, вот подлива, пюре, рыба, салат из пекинской капусты, йогурт, как бы кефир, колбаса такая халяльная, наша, местная. Вот. И вот такой вот тортик Наполеон. Это все по предпочтению заказчиков. Ну, пусть им будет приятного аппетита и во благо. Ну вот, друзья, отправила я свой заказ. И хочу немножко показать погоду вам. Вот как у нас тепло в декабре. Вот такая вот погода. Как будто бы действительно весна. Предстоит весна. Ну все. Пойдемте теперь дальше. Пойду. Мне нужно делать еще для нас обед.